Сыктывкарские водители игнорируют запрещающие знаки и штурмуют неокрепший лед в местечке Алешино. Пешеходную переправу по соседству открыли еще в начале декабря. Автомобильная же дорога пока вне закона. Впрочем, жителей поселка Ситкыркич это не останавливает. Спасатели заметили и первые следы от снегоходов. Такие развлечения вообще называют безумством. Недавний случай на Печоре, где на буране провалился охотник, тому подтверждение. Виктория Палкина знает смельчаков в лицо. Начало декабря, Троицко-Печорский район. Молодой охотник решил на снегоходе переехать Печору. Всего в нескольких метрах от берега снегоход провалился в полынью. Молодой человек успел среагировать, остался жив. Буран уже пришлось доставать спасателям. Все на той же Печоре, но уже в Уссылимском районе до сих пор продолжаются поиски рыбака. Ситуация похожая. Здесь человеческая беспечность привела к трагедии. Впрочем, чужие ошибки сегодня не учат ни любителей погонять на снегоходах, ни водителей четырехколесных авто. Знаем, что делаем. А вот тяжелые ездят, которые, не дай бог, рулон оббывало, продавливали. Так, свой переезд по заснеженной реке в местечке Алешино объясняют рискованные водители. Другой дороги на Большую Землю сегодня нет. Пешеходная переправа и ожидание на автобусной остановке – вариант не для всех. А здесь несколько опасных минут, и ты на другом берегу. Между тем, к встрече уже готовы сотрудники ГИМС и ГИБДД. Проезд и переход по этой переправе запрещен. Выставлены соответствующие знаки о запрещении движения и пешеходам, и водителям. Поэтому стоим здесь с целью остановки транспортных средств, которые пересекают данную переправу, несмотря на запрещающие знаки. Протокол о нарушении составляют уже сотрудники ГИМС. Дальше бумага уходит в региональное Минприроды, где нарушителю и выпишут штраф. Сумма от 100 до 1500 рублей. И все же цель людей в форме на берегу не наказание, а профилактика. Далеко не все водители осознают реальную угрозу таких зимних заездов. Есть наиболее опасные места. В местечке Трехозерка в поселке, там имеет место глубокий участок реки, там имеется яма до 8 метров, и течение не позволяет льду быстро сформироваться до соответствующей толщины, и там переправа вводится достаточно поздно. И там действительно внимание мы уделяем больше безопасности, так как часто бывают провалы, практически ежегодно провалы техники под лед. С этого года вводить переправу в эксплуатацию представители Сыктывкарской мэрии будут без сотрудников ГИМС. Ответственность за безопасность переезда возьмет на себя специальная комиссия. Администрация подает заявку-декларацию, в которой указывает, что за переправа, ее размерение, собственник, владелец. И данной декларацией они подтверждают ниже, что она соответствует требованиям безопасности, охране жизни людей, то есть там безопасно. И мы ее регистрируем, берем на учет, и в ходе уже профилактических мероприятий по надзору мы следим за то, чтобы действительно данные требования соблюдались и переправа была безопасна. Предварительно уже 16 декабря здесь уберут все запрещающие знаки и откроют проезд. Всего же в Коми официально действуют 5 автомобильных и 1 пешеходная переправа. Своего часа ждут чуть меньше 100 зимних переездов. Но вот любители экстрима порой выбирают короткую, а не безопасную дорогу. Только в этом году под лед ушло больше 10 транспортных средств. Такое зимнее родео на льду в 2 случаях закончилось трагедией. Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.